Сабит Муканов – один из классиков казахской литературы, возглавлял Союз писателей республики, был депутатом 5 созывов Верховного Совета, написал множество литературных произведений в различных жанрах. Его труды были изданы далеко за пределами Казахстана. Род Мукановых восходит к племени Керей. Сегодня аул, где родился будущий писатель, назван его именем. Сабит появился на свет в бедном семействе скотовода по имени Мукан. Отца не стало, когда ему было всего 7 лет. Спустя год ушла из жизни мать. В ранние годы мальчик был пастухом, а грамоту изучал при помощи муллы. Революция уничтожила традиции общественной иерархии, и Сабит отправился в Омск, где учился педагогике. Известно, что параллельно с обучением в это время молодой человек был секретарем именитого писателя начала XX века Макджана Жумабаева. По мнению биографов, поэзия увлекла 14-летнего юношу, и он начал пробовать создавать первые стихотворения. Вдохновением для него служила родная степь. С 22 лет его стихи и агитационные заметки стали печатать. В 26 лет был издан первый поэтический сборник «Молодой человек пробовал себя в прозе». Его талант помогал пропагандировать идеи и поддерживать новую власть. Муканов начал сотрудничать с различными изданиями, параллельно продолжая учиться. Муканов смог избежать ареста и уцелеть в период репрессий. После войны он занял активную позицию общественного деятеля, руководил Союзом писателей, пропагандировал мир, прожил классик казахской литературы 73 года. Параллельно с поэтическими произведениями, в которых он пытался осмыслить судьбу родного народа, при новом строе он писал очерки и короткие рассказы. Писателя интересовало, как индустриализация влияет на жизнь Казахстана. Поднимал он тему казахской женщины в новых условиях. Первым произведением на тему женской доли стал рассказ «Асия» 1925 года. Спустя много лет появится роман «Батагос» 1940 года, который в 1958 году экранизировал режиссер Ефим Арон. Со временем росло мастерство писателя, а с ним шире становились и его интересы. Сегодня наследие Муканова включает в себя поэтические произведения, среди которых особой популярностью пользуется поэма «Сулушаш» 1928 года, драматические произведения, в том числе и пьесы и либретто для опер. Например, о гражданской войне повествует «В дни Победы» 1939 года, о буднях тружеников села «Золотое зерно» 1941 года. Крупные прозаические произведения, например, трилогия Чулпан-Валиханов 1953 года, роман «Школа жизни» 1958 года и ряд других. Исследования в области прошлого и теории литературы. Целый ряд его произведений посвящен выдающимся акынам и творчеству казахских писателей до советского периода. Исследование народного быта. В последние годы Муканов упорно работал над изучением традиций и обычаев казахского народа, увлекался этнографией. Труд «Народное наследие» 1974 года, вышедший после смерти Муканова, до сих пор считается лучшей энциклопедией народных верований и быта. Книги Муканова переведены на более чем 40 языков мира. Переводами на русский язык занимался писатель Иван Шухов. Сабит Муканов – классик национальной литературы, который писал произведения в различных жанрах, создавал основы казахской культуры XX века.